История кыргызского народа богата на события. Известный нам отчет идет вот уже 2200 лет. Были за эти годы великие истории переселений, попытки сохраниться как нация и великодержавие. В истории Кыргызстана важное место занимает царское, а особенно советское время, когда был осуществлен переход от кочевого образа жизни к оседлому. Приход технологии, невероятный скачок сознания и в последующем создание современного Кыргызстана. К этому времени можно относиться по-разному, но бесспорно одно – это важная эпоха становления кыргызского народа. Советский Союз распался 8 декабря 1991 года в Беловежской пуще, в Беларуси, при инициативе лидеров России Ельцина, Украины Кравчука и Беларуси Шушкевича. Вообще весь 1991 год – это год окончательного конца СССР, ведь уже тогда велось много разговоров о новом видоизмененном союзе. 18 августа коммунисты организовывают Госкомитет по чрезвычайному положению с целью спасти государство. Однако их ждал провал. И этот провал и привел к окончательному концу СССР. А в Кыргызстане тем временем 31 августа 1991 года Верховный Совет Киргизской ССР объявил о независимости Республики Кыргызстан. Именно эта дата отсчитывает независимость нашей страны. 12 октября 1991 избирается первый президент Кыргызской республики Аскар Акаев. 2 марта 1992 года ознаменовался принятием Кыргызстана и еще 7 других постсоветских республик в ООН. А уже 3 марта Жогорку Кенеш утвердил государственный флаг – красный стяг, символизирующий кровь, пролитую нашими предками за сохранность нашего народа, страну и независимость. На флаге изображен тюндюк-юрте, который является символом общего дома для всех граждан нашей многонациональной страны. И 40 лучей солнца, как 40 воинов Манаса и 40 племен кыргызского народа, собранные воедино. Празднуя первый год независимости, 31 августа был созван первый Курултай всех кыргызов мира. Были и в том году и весьма печальные события. Погиб премьер-министр Насреддин Исанов по странному делу по месторождению Кумтор. Это дело и по сей день окутано плеядой нераскрытых секретов и загадок. Не раскрыто оно, потому что в нем замешан был Акаев, который вместе с Борисом Бирштейном, иностранным бизнесменом, продали месторождение путем махинаций, что в итоге нанесло Кыргызстану непоправимый экономический и экологический ущерб. В 1993 году 3 мая был принят Кыргызский СОМ и до середины июня полностью введен в обращение. Это был смелый и важный шаг на пути достижения независимости от Москвы. 5 мая принята Конституция Кыргызской республики, которая, к сожалению, в последующем поменяется 7 раз, как обычная тетрадь школьника. В этом же году была завершена первая фаза приватизации, когда людям вместо зарплат выдавали ваучеры. Ваучеры в свое время нужно было вложить в предприятие и получить свою долю в нем. Таким образом, государство отдавало свою собственность народу. Но людям не объяснили, что с ними делать, и они перепродавали их за продукты и прочее. А те, кто знал, выкупали их и получили большие доли в предприятиях. Так в нашей стране появились первые богачи. Однако они не имели достаточных финансовых ресурсов и не могли инвестировать в предприятия, которые потом простаивали. В итоге они просто продали все оборудование в другие страны и на металлолом. Был разрушен экономический потенциал страны. Это разрушение происходило в течение всех 90-х и в начале 2000-х годов. В 1994 году Акаев распускает парламент Кыргызской республики. В отсутствие депутатов собирает конституционное совещание, превышая свои полномочия в обход Конституции, вводит в нее изменения в 49 статей. Одна из статей теперь уже давала возможность продавать земли и была написана под продажу Кумтора. До 1995 года было разрушено советское экономическое наследие, но не построено ничего взамен. Не имея большого объема минеральных ресурсов, Кыргызстан объявил курс на демократизацию, чем смог привлечь внимание международных организаций. Эти организации выдавали гранты и кредиты, тем самым давая возможность выжить экономике Кыргызстана. В этом же году Акаев переизбрался на второй срок президентства.